Ребятки, hello, как говорится. Приветствую вас в прекрасном штате Индиана, Соединенные Штаты Америки. Вот пара интересных фоток. Это новый КАМАЗ и его спальное место. Это Volvo VNL 860 и его жилой отсек. Но то, что мы покажем вам сегодня, имеет длину жилого отсека 5,5 метров. Что к чему? Обзор. Поехали! Ребятки, мы находимся в гостях у компании Aris Sleepers, которые с 2001 года превращают грузовики в дома на колесах. Но что самое главное, это делается не для удовольствия. Для водителей грузовиков это инструмент, чтобы больше времени проводить в дороге и проводить это время комфортно. Ребята работают в основном с американскими грузовиками, это Kenworth, Western, Peterbilt, но все больше автомобилей делается, домов на колесах делается на базе автомобилей Volvo. Естественно, все автомобили капотные, потому что в Америке нет ограничения по длине автопоезда, в отличие от Европы, поэтому в Европе машины выглядят, грузовики выглядят в основном вот так вот, а в Америке это, естественно, капотные траки. И один такой, но не американский, а именно Volvo, мы сейчас с вами посмотрим. Вот он стоит. Прямо сейчас перед нами самый новый слипер, будем называть его так, компании Aris Sleepers. Это машина на базе Volvo VNL 860, да, обзор которой мы для вас уже делали. Что у нас по кругу? Естественно, два здоровенных топливных бака. Это оригинальные вольвовские баки. Они пришли сюда полированные. Такая функция у поставщика. То есть на заводе тоже есть. Вы заказываете полированные, некрашенные баки. Они уже покрасили сами в цвет кузова. Заказчик сказал, что хочу, чтобы баки тоже были покрашены. Так же, как... Амиши едут. Смотри. Видите? Укрупните. Значит, это, ребятки, очень смешно. Я думал, что такое есть где-то только в Африке, там в Полинезии. Эти ребятушки, назовем их так, отрицают все гаджеты, всю технику, они отрицают электричество. У них дома нет электричества, они живут вот прямо здесь, они ездят в магазин, вот будьте добры, видеоскоптеры, в магазин на каретах, расплачиваются кэшем, грузятся в карету и в чепчиках женщины ездят, вот у них там какая-то вот резервация, они там живут. Прямо на каретах гоняют, амиши. Я слышал про них, но ни разу в жизни не видел. Прямо вот здесь их сотни здесь. Очень смешно. Значит, дальше. У нас несколько ящиков, боксов. Все, я починил. Здесь у нас просто отсеки для хранения, но мы смотрели один обзор вот такого же трака Aris Sleepers. Вторая по популярности опция – это выносной гриль. Очень любят дальнобои приехать, достать гриль, развернуть маркизу, и они прям сидят и жарят там мясо, рыбу, сосиски. Вторая по популярности опция. Гриль почти на каждой второй машине стоит. Деревяшечки для транспортировки. Когда машина едет без прицепа, то есть прицепа нет, камни летят вверх и могут повредить вот этот классный кастомный рисунок, который сделали по спецзаказу. Так что, как только машина приедет к заказчику, и он поставит сюда прицеп, поедет работать, деревяшки, естественно, снимут. Даже распаковка. Смотрите. Распаковка автомобиля за $300 000. Дисклеймер цены. Так, дальше. Очень коротко покажем, расскажем. Тяжелый, но удобный. Красавчик, правда? Volvo D13, 500 лошадиных сил, естественно, турбовый, дизельный. И что касается КПД, вот мощности этого двигателя и КПД всего автомобиля на скорости 105 км в час, эта машина может тянуть прицеп весом 60 тонн. Примерно расход топлива 38 литров у этого движка на 100 километров. Вот с этой вот штуковиной он чуть больше, но нам сказали, что где-то 40 литров. Вот 40-41 это максимум. Нет, руками не прижимается, только так, закрывается только так. Кабину Volvo VNL 860 мы вам уже показывали. В нее супер удобно подниматься. Ручки, ступеньки, очень все эргономично, все-таки Volvo. И в ней, естественно, очень приятно находиться. Здесь 12-ступенчатая коробка iShift, причем любопытно, что она может находиться как вот тут вот, так и вот здесь. Что касается всего вот этого, это топовая конфигурация. Здесь всего один маленький экран, то есть все приборы аналоговые, большие кнопки, ну и есть современные интерфейсы, вроде USB, находится вот здесь. Но самое любопытное находится вот тут вот и выходит вот туда. Ребятушка, вот теперь рекламная пауза, 55 секунд, и продолжаем с салоном. Там самое интересное. Смотрим. Ребятушки, 55 секунд по-настоящему хороших новостей, потому что это Huawei Nova 8i, и он умеет вот что. Первое. Работает быстро. Процессор Snapdragon 662 и 8 гигов оперативки в топовой конфигурации. Второе. Заботится о зрении. Кстати, вот все спеки экрана. Мы включаем функцию защита зрения, и Nova 8i фильтрует избыточный синий свет.
неплохо снимает. Основная камера 64 мегапикселя. Тут есть ширик, а также неплохой ночной режим. Четвертое. Быстро заряжается. Блок питания на 66 Вт уже в комплекте. Время зарядки до 100% 38 минут. Неплохо. Пятое. Удобно лежит в руке. Скругленные края, камера не выпирает, а сканер отпечатков здесь на оптимальной высоте. Nova 8a – это самый новый смартфон компании Huawei. Специальная ссылка внизу. Очень рекомендуем. Продолжаем. Ребятушки, спасибо, что посмотрели. Это нормально. Специальная ссылка внизу. Помните салон Volvo VNL 860? Стокового, обычного. Красотища. Удобный матрас, холодильник, телевизор, столик даже есть. Но все это, как видите, вот там вот не идет ни в какое сравнение вот с этим. Посмотрите. Это я иду, все еще иду. Это полноценный дом на колесах. Цвет, материалы, бытовая техника. То, что здесь и как здесь расположено, можно сделать так, как вам нравится. Более 20 вариантов. Можете выбрать более 20 вариантов расположения всего вот этого внутри салона. Итак, самое главное, это, конечно же, кровать. Слушай, как все просто сделано, прям элементарно. Блин, вот умеют люди делать. Так вот, полноценная двуспальная кроватка. Матрас, собственно, кровать можно сделать больше спальных мест. 2 яруса. Есть, так сказать, джентльмены, которые путешествуют со своей семьей. Пожалуйста. Сеточка москитная даже есть. Окна 2. Там точно такое же. Второе вот с той стороны. Вы только посмотрите. Размер раковин. Плита электрическая. Холодильник. Девочка, холодильник в грузовике. Еще шкаф. Это бак чистой воды. Заходим. Итак, мы находимся в душевой кабинке. В ванной комнате моей фуры есть окно. Как вам такая формулировка? Еще отметим 3 вещи. Во-первых, это высота. Второе, это материал отделки. Ребята из Aris Sleepers занимаются этим более 20 лет. Гарантия 5 лет на конструкцию, 2 года на технику, 3 года на покраску. И третий момент, это разные технические интерфейсы. Мы сейчас все показывать не будем, потому что машина сейчас уезжает уже владельцу. Выходим, поговорим о ценах. Ступенечка есть. Классно. Ребятушки, редкая удача. Это мистер и миссис Хендрикс. Значит, это их грузовик, это их мотоцикл. Very nice to meet you. You too. Thank you for your time. You're welcome. What do you do here right now? Right now, what are we doing here? Yes, today. We're actually having the truck worked on. We put a ramp on it for the motorcycle, so we can carry the motorcycle with us where we go. Every day? Every day, yeah. Wow. Is this a toy for you? Or is this It's a tool it's for our you? home. It's a tool. We make money with it. We haul jet engines and airplane parts. Because we got a refrigerator, we can cook, we got shower, toilet, everything. So it's very comfortable. This is the 6th truck we bought Wow. of the big sleepers. We've been out here, what, 22, 26 years, something like that? 26 years. 26 years. So this is our 6th big sleep. But we had 3 regular trucks before that. What about fuel consumption? Is it higher than on a normal truck, regular one? No, we get about 5.5, 6 miles a gallon on this one. No, we're averaging about 6.5, 7. Yeah, 6.5, 7, something like that, she says. Well, she and I both drive. And when we're running, I drive 10 hours. And then I stop to wake her up and she drives 10 hours. Wow. And with the way that the government has us regulated, we're allowed 70 hours a week 70 hours a week. to drive. Both or each? Each. So Yeah, Can I ask how old are you? 74. 74. You told us 62. 74. Yeah. And you still drive a motorcycle, right? I just bought this one. Wow. What are your plans for the future? Do you want to buy maybe a new truck or a new motorcycle? I got one more being built. We're planning one more right now. We'll keep one until we hit almost 500,000 miles. it'll be about 3 years. 3 years, and then we sell it, Then we and sell we it. buy another one. What will be your next truck? We're going to buy a Volvo.
Why? Volvo, really? Yeah. Right now, They ride the American sleeper. trucks will not give me the wheelbase or the frame that I need to build the sleepers that I want. Like this is the biggest sleeper I can build for an American truck. And I want more. I want a bigger sleeper with a garage on the back from a motorcycle. With the garage. Yes, I've had it before, Uh-huh. and I'm going to do it again. All right, thank you for your time. You're very welcome. Thank you so much, and wish you good luck. Thank you, and God bless you. Thank you, thank you. Ребятки, еще одна удача. Перед нами владелец вот этого прекрасного трака. Человека зовут Vincent. Very nice to meet you. So, can Nice you to show meet us you. what is inside? So interesting. let's take go? a look. Come on, let's go. Yes. When did you bought this truck? 2 months ago. 2 months ago. Yeah, it's pretty much brand new. Добро пожаловать. Wow. You even have a laptop here, right? Yeah. MacBook. MacBook. What do you do with your MacBook? I mean, you're a truck driver Yeah. and you got MacBook. Well, you know, we have to submit paperwork, we scan paperwork. There's a lot of times where we got to find out where we're going, and you know, although you can use your phone, you get a much bigger picture on the MacBook, so it's easier to navigate. For how long do you do truck driving? I have been driving since 1976. And So, why did you decide to buy a sleeper? you know, as you move through truck driving, you advance yourself, and you always want to take that next step. So now we're to the level where, Yes. you know, we're hauling medical equipment, and a lot of times we go on site and we have to stay there. So, Do you feel yourself in comfort here? oh yeah, absolutely. I feel more comfortable here than I do at home. We can make home cooked meals. We don't have to eat out. We don't have to stop at truck stops to take showers or use the restroom. You know, we get up in the morning, we have our coffee in bed, we watch TV. Wow. And then my wife gets up, and you know, this is a cooktop. Yes. So that's an induction cooktop. So she makes breakfast, and you know, then we go about our day. How long did it take for you to earn enough money to buy this car? We have a loan on this, so you know, but the freight we haul more than pays for the truck. So you get enough money driving a truck in the United States to buy this type of car, Of right? course, yeah. And that's just good business sense. You know, if you're going to buy something like this, you better make the money to pay for it, or else you won't have it very long. So, you know. Thank you so much. Oh, We you're quite wish you good welcome. luck. Yeah. Thank you. Thank you. Ну и теперь ценник. Выглядит красиво, но нас интересует цена. Стоимость вот этого грузовика, который уже куплен, прямо сейчас через часик уезжает, $300 тысяч. Недешево, но, во-первых, сам грузовик стоит 120-150, смотря какой движок, смотря какой цвет, вот это вот все. Грузовик покупается вот до сюда. Стандартное спальное место, естественно, кабина им не нужна, потому что они начинают строить вот отсюда. Вот этот вот бокс, назовем это так, слипер, да, стоит еще $150 тысяч. Но комплектации и варианты доступны разные. Мы зашли на сайт Ari Sleepers, и прямо сейчас у них в стоке есть грузовики, слиперы с пробегом 105, 120, 150 тысяч долларов. То есть цены на самом деле за такую аппаратуру, наверное, все-таки адекватные. Но мы с удовольствием почитаем ваши комментарии. Привет из Индианы, увидимся, пока.